Уважаемые журналисты, добрый день. Наши пресс-конференции, предыдущие и нынешние, я прошу вас не воспринимать как внутренние склоки национального движения, потому что здесь решается судьба нашего народа, и от этого зависит, если я не ошибаюсь, и судьба жителей Крыма, всех национальностей. Поэтому это неразделимо друг от друга. Теперь же перейду к тому, что вы знаете многие, мы 20 человек, ветеранов национального движения, в свое время подали заявление, обратились к Нобелевскому комитету с тем, чтобы они, Нобелевский, в связи с тем, что Мустафу Джемилева выдвинули кандидатом на получение Нобелевской премии от имени крымско-татарского народа. Мы в своем обращении говорили о том, что Мустафа Джемилев недостоин получать этот Нобелевскую премию, и его надо, если вручать, то национальному движению, Институту национального движения. После того подачи заявления мы провели здесь пресс-конференцию и отправили документы. Теперь же после некоторого времени Меджлис, руководство Меджлиса, не сама структура, руководство Меджлиса собрали так называемую пресс-конференцию, скрыто. Время и час проведения они объявили после того, как 9 часов утра в день проведения и место. Перед этим, как идти туда строим, человек 40, которых они посчитали нужно пригласить туда, они попросили подписать документ, осуждающий нас 20 человек. Некоторые даже не знали, что там говорили мы, что нет. Вкратце, на этом пресс-конференции они проводили, еще если я сейчас не могу, августа Крым-Хаберлеры там проводили. Мы узнали это поздно, но все же наши люди успели туда. Короче говоря, они нас там обвинили, назвали собаками. Якобы мы сучились, якобы мы исполняем чужую волю, кого-то заказ. После этого через день они, значит, по телевидению, выступающий ФК-консул, назвал нас хуже фашистами и так далее. После этого мы обратились к телевидению, ГРТК, крымский телевидению, с тем, чтобы смогли мы выступить, там объяснить, в чем дело. Кроме этого, мы написали предложение Мустафу Джемилеву и Чубарову, так как все это исходило от них. Они прячутся за определенными людьми и сами не хотят себя показать. Якобы нас осудили ветераны национального движения, якобы там еще кто-то. И мы им предложили так. ШФК-консул, когда говорила, что мы якобы являемся фашистами, и сказала, что за это они ответят. Не согласны ответить. Мы скрыто или каким-то за спиной чьей-то пресс-конференции не проводили его здесь. Помните, если кто был. Мы предложили руководству Меджлиса, так называемым руководителям, вышли с предложением о том, что в течение 10 дней, чтобы они организовали на телестудии время на час в прямом эфире, чтобы там присутствовали журналисты и был включен телефоны, чтобы народ, люди могли нам задавать вопросы и там решать. Правильно ли мы сказали в их адрес, что они предали интерес крым-татарского народа, занимались воровством госбюджета и других денег, мы уже говорили об этом, еще можем сказать. Они занимались стукачеством, особенно Мустафа Джемилев, когда сидел в лагерях, что они уничтожили 34 тысяч подписей крым-татарского народа, которые были вручены Верховному Совету, Верховной Рады Украины, когда там работал депутатом и Чубаров, и Мустафа Джемилев. Они уничтожили его, никогда не поднимают национальный вопрос. В связи с этим мы сказали, в
этом заявлении, что если в течение 10 дней с момента официального получения нашего предложения, а наше предложение было отправлено с главпоштампа за номер квитанции, она есть, и с уведомлением есть момент, дата получения их. Официально это 19 числа им почта вручила. Прошло 10 дней, мы дали еще время им подумать, никаких ответов, никаких приветов нет. После этого мы собрались, приняли решение, проанализировать это и видите с определенным, сейчас прочитаю вам здесь, с нашими мнениями, заключениями. Поэтому мы считаем, что они не имеют права говорить от имени крымско-татарского народа. Если кто-то из них там говорит, это мы считаем как частные лица. Ну, я на этом сейчас остановлюсь, потому что я дам слово, ну, не дам, но сейчас скажет другой, у нас трое, чтобы чем не обговаривать самому.